Ирди, хорошо. Доброе утро, дорогие мои. Так, мне пришлось идти в магазин сегодня с утречка, как говорится. Нету хлеба, нету никакой крупы. Кое-что сейчас куплю. И Брашка, как назло, у меня сегодня поехал играть. Как он называется? Я уже не помню. То ли пейн. Ну, короче, если я сейчас скажу неправильно, это будет смешно. Ну, вот красками, кто стреляет, вот туда поехал играть. Попросился у меня, вернее, поедут они чуть-чуть попозже, но он уже там где-то с ребятами собрались, где-то там встречаются у кого-то. Разрешила ему идти, не знаю, нет. Просил меня недельку, не соглашалась. Но хотя бы как на 3 часа отпусти меня. Вот он поехал, и я теперь иду в магазин. И мне как-то вы тоже говорили, покажите село свое, не пока, ну, что там у вас, как там у вас, как-то не... Обычно я не хожу в магазины никогда, потому что все время у меня нет там мальчики дома, и то, что надо, вот ежедневные покупки делают у меня обычно пацаны. А я так могу на рынок съездить и там, ну, может быть, 2 недели, 1 раз в месяц, 1 раз сходить, ну, вот такой, в оптовые склады, магазины, что-то закупить. Обычно я вот так вот закупаюсь. Так вот ребятишки играются. Видите, это у нас мечеть небольшая, рядом с моим домом, буквально 200 метров, 300 метров. И медресе. Здесь у меня и девочка училась моя, и Брашка тут учится. Вернее, правда, он сейчас уже, вот как поехал в Москву, прервался, что-то снова не выходил. Надо будет, чтобы он возобновил свою учебу. Вот ребятишки играются и ждут, наверное, преподавателя своего. Как раз к 9 открывается у них учеба. Ну, медресе, они начинают учиться. Ну, вот как-то так, друзья. Вот, походу, буду идти, показывать дома. Так красивые у нас. Люди живут вроде бы неплохо. Красиво. Эдик, хорошо. Тебя преподавать? Докай. Просто бирж дал женись. Я думала, преподавать. Здесь чаша, Так, я спросила у Муллы Ахмеда, можно ли я буду снимать мечети, ну, в это медресе. Он мне разрешил. Вот дети идут на урок. Не знаю, как-то спонтанно получилось, проходя мимо. И решила вам показать, как у нас тут дети учатся. Так, раньше они были в одной смене, детей было очень много. Сейчас он вот поделил их на 2 смены. 1 смена утром, 2 вечером. Вообще-то на 3 даже смены. Тут есть еще один мулла, который преподает. Он преподает более старшим детям. Так вот внутри. Хочу вам немножко показать, как сидят дети. Это 1-й этаж. Сегодня мало детей, обычно у него переполнено, и он говорит, что их поделили на 2 группы, потому что детей было очень много. У него 150 учеников, ну, их поделил на 2 группы. Вечером, видимо, больше, ну, из-за школы, потому что в школе дети одни ходят, ну, у нас 2-сменная школа, ходят 2 смены, утром и вечером, поэтому и детей пришлось поделить на 2 смены. А когда летом они ходили все вместе, и, конечно, было их очень много, и преподавателю было трудно. Я просто говорю, потому что приходила к Ибрашке сюда, знаю этот процесс. Сейчас он вон спрашивает ученика, это мой родственник, покажу вам его.
أن جميع البر بشهر رسول الله تعالى جل إرسالي نص السنة شاش بحكي إلا خلق الحق البر من حق بحق دو جهنم وهو إيش خير حاسد مسد ما دائم آلم كرم قل أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاسات في العقد ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب إذا وصو كونش كذا ميجرستان إذا المتبع إذا متبع خلق وقب ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Тут у нас звучит обычный азан, который звучит на 5 молитв, которые мы должны делать. Отсюда он бывает очень хорошо слышен. Так, ну вот, мой сосед, Мама Ахмед, разрешил мне поснимать, и как он преподает, и наверху, вот сейчас я зайду наверх, поднимусь наверх, вернее, и покажу, как там дети у него тоже учатся. Ну вот так как-то, друзья, сейчас поднимусь, покажу вам дальше. Я надеюсь, вам интересно. Вот ребятишки подготавливаются к уроку, учат. Вот там, где стоит микрофон, обычно звучит оттуда азан. У нас тоже сосед здесь, он всегда вызывает нас на намаз, как говорится. И мы все время, особенно кто живет рядом, хорошо слышно, не можем пропустить азан, потому что бывает слышно. عني شفاعتهم شيئا ولا Так, ну, не стала я их больше стеснять, друзья, потому что все-таки они ведут себя скованно, им неудобно при мне. Ну вот, как-то так. Это хорошо, что ребятишки сюда приходят, учатся. Я в свое время не смогла научиться, потому что тогда не было такого, чтобы изучали Коран. Конечно, об этом жалею очень. Но сейчас уже память не та. Очень бы хотелось изучать, но не знаю. Мне говорили, что можно еще, не поздно, но я что-то боюсь, не знаю. Может быть, еще рискну, буду учить. Ну вот так, пошла теперь дальше в магазин. Видите, какие сделали для детей поиграть. Ну, они это собственные качельки, свои собственные. Так вот, друзья, живут у нас люди. Конечно, красивые дома, красиво живут. Мне нравится, как живут наши люди.
И очень, у меня очень хорошие соседи, доброжелательные. Ну, как будто вот практически одна семья. День сегодня такой хороший. Вот так вот. Много вам показывать не буду. Осень, осень. Скоро все будет желтенькое. Пока, правда, еще зелени много. Вот так. Сегодня воды у меня что-то нету. Не оставались еще помидоры. Надо их, скорее всего, хочу сделать лечо. Но не идет вода. Вчера вечером почти капелька только текла. И сейчас не идет. Не могу банки помыть. Мне вчера девочка звонит: мама, чем занимаешься? Я говорю: делаю салат. Она говорит: сколько ты ящиков помидор купила? Я говорю: 2 ящика. И она смеется: мама, говорит, такое впечатление, что ты 4 ящика купила. Ты уже возишься второй. Так, иду в магазин, который, ну, не очень-то далеко от нашего дома. Называется он Ольговский. Так, тут стройка идет. Я тут давно не была. Строят дом. Красивый. Значит, и тут у нас колбасный цех Ольговский. Друзья, очень вкусная колбаса у них. Постоянно покупаем здесь. Можем купить даже в горячем виде. 2-3 видов колбаса бывает. И очень вкусненько. Так что, во-первых, чисто у них в колбасном цехе. Я была там. Вернее, не я была, были мои мальчишки. Покупали колбасу, сама не заходила, не буду врать. Все чистенько, все красивенько. И самое главное, очень вкусная колбаса. Вот вывеска нашего колбасного цеха. Друзья, иду снимаю, боюсь, даже еще что-то вдруг скажут. Не знаю. Так, какой-то оптово-продуктовый склад написано. Я не была, не знаю, что там. Я иду просто в обычный магазин. А рядом у нас ветаптека. Вот, я не знаю, там, ну, что-то... есть вывеска, но она у них почему-то стоит. Тоже хорошо, потому что не надо ездить в Назрань. Раньше ездили в Назрань. И покупали что-то оттуда. Ну, сейчас мне в ветаптеке ничего не надо, но я специально перейду дорогу и покажу вам, что у нас есть такая ветаптека. Ой, боюсь, машина. Но я заходить не буду, друзья. Просто вам покажу. Ну, наверное, там уже видно, что ветеринарная аптека, видимо, они не успели повесить. Так, не буду туда ходить, потому что ничего не надо. Вдруг еще не разрешат снимать. Просить что-то мне тоже не хочется. А вот наш магазин. Медимаркет Ольговский. Друзья, пойду сюда. И если мне разрешат снимать, буду снимать. А нет, так... Так, друзья, снимать в магазине мне не разрешили. Ну, в смысле, не разрешили, просто там продавец только. Она сказала: я не знаю. Надо спросить хозяйку. Ну, а хозяйки не было дома. Поехала, говорит, за товаром. Но я не стала так снимать. Так что пошла обратно по тому же пути. Больше снимать пока не буду. Потому что одно и то же вам уже не будет интересно. Вот такие палисаднички мне нравятся. Красивенько. Когда это у меня будет, я никак не приведу ни двор, ни перед двором в порядок. Вот так вот издалека вам еще поснимаю. Домики наши. Вот так вот. Красиво. Друзья, погода шикарная. Так, друзья, теперь пойду другой дорогой домой, чтобы вам показать дальше своих соседей, как говорится.
Ну, раз было интересно, хотели, чтобы я показала, как мы тут живем. Так, походу, уже дети с медресе идут домой, пока я сходила в магазин. Ну, наверное, некоторых он отпускает. Обычно он так отпускает некоторых детей пораньше. Или все они уже выходят. Нет, дети все уже выходят. Вот я пройду не рядом с мечетью, а по другой дороге, чтобы вам показать, что да как. Так. Ой, друзья, надо теперь в огородах все убирать. В палисаднике особенно. Мне прислали, я как-то заказывала тюльпаны, друзья. Заказала аж на 3000, заказывала давно, еще месяца 2-3 тому назад, на осень. Ну, выбирала, которые мне нравятся, но выбирала в интернет-магазине. Оказалось, что я уже на 3000 заказала их. Вот молодой сад, тоже садик моего родственника. Но он здесь пока не живет, правда. Видите, какие деревья красивенькие. И вчера мне звонит менеджер магазина, интернет-магазина. Говорит, вы заказывали, оплатите. А у меня нет денег оплачивать. Я не знаю. Сказала, хорошо, оплачу. Но вот пока сижу, не оплачиваю. Не знаю. Попросила их, может быть, сделаем рекламу. Я вам сделаю рекламу, вы мне какую-то скидочку сделаете. Но у них в Ютубе нет ничего, и поэтому не согласились. Если бы у меня была какая-то страничка в Инстаграме, ну, у меня есть страничка в Инстаграме, но не такая, не продвинутая, то они мне бы сделали. Я им Инстаграм рекламу, они бы мне сделали скидку. Но у нас не получилось, короче. Посмотрим, если несколько дней у меня появится денежка, выкуплю, а нет, так откажусь от заказа. Буду без тюльпанов. Правда, красивенькие там были, но не знаю, я никогда у них не заказывала. Не знаю, стоит ли брать или не брать. Так, вот теперь я вышла на свою улицу, напрямую нашей улицы. Вот. Друзья, вот так вот. Когда я сюда переехала жить, здесь вот этих домов, что мы сейчас проходим мимо, ни одного дома не было. Был только вот, ну вот просто дома не видно за этими блоками, вот за этим блочным домом. Был только один этот блок, этот дом. Больше здесь никого не было. Пустые земли. Это, получается, 16 лет тому назад. Ну вот потихонечку люди начали приезжать, обустраиваться. И уже интереснее, конечно, улица ожила. А то даже никого не было видно. Хотя, вы знаете, я не очень-то такая, так сказать, не такой человек, что постоянно там хожу по соседям или интересуюсь жизнью соседей. Нет, это мне не интересно. Так, у меня есть здесь, конечно, 2 соседки, с которыми я близко общаюсь. Мы ходим друг к другу, но тоже не так часто. Так, это вот хозяйство моей подружки, соседки. Я сейчас сниму, но потом спрошу ее, можно ли я это покажу. А то не знаю. Она у нас преподает в школе. Очень хорошая женщина. Так. Вот так вот, друзья, живут мои соседи. Как говорится, вот дом построен, но люди еще не живут, не переехали. Видите, посадили, по-моему, люцерна. Видите, какая зелененькая. Вот ее моим курам да цыплятам. Было бы здорово. Так, ну вот с этой соседкой мы тоже хорошо, близко общаемся друг с другом. Вот так вот, друзья. Действительно, здесь не было ни одного дома, когда я приехала жить. И вы знаете, как-то даже вот я и не боялась ничего. Люди обычно же боятся. У нас даже забора не было. Мы никогда не закрывали дом. Да и сейчас я практически тоже ничего не боюсь никогда. Не знаю. Сейчас, правда, стали закрываться, но тем не менее я могу и забыть закрыть. Вообще люди хорошие, очень доброжелательные, хорошие люди приходят на помощь. Вроде бы только соседи, а когда и дочка заболела, и когда у меня были кое-какие проблемы, сразу и помогали и деньгами, и просто хорошим словом. Вот так вот как-то, друзья.
Вот у этих соседей, это мои, ну и родственники, получается. Очень красиво во дворе. Я как-нибудь сниму, спрошу у них, можно ли. И поснимаю вам. Очень красивый дизайн во дворе, прям красотища. Такие вот сосны у них тут. Туи, сосны. Даже шишки вон какие красивые на соснах, видите? Вот так вот. Я своих гусей и уток уже оставила в огороде. Не выпускаю их, друзья. Все, теперь уже не будут. Видите, везде здесь грязно из-за того, что вот все их перья. Вон забор у меня, видите, какой грязный. Надо будет эту яму как-нибудь закопать, помыть этот забор. И все, я больше не буду выпускать свою птицу. А то в действительности везде грязно. Только одно их не перо, видите. Все, я теперь подошла уже к своему двору. Не знаю, будет ли вам интересна моя экскурсия и насколько это получилось долго. Вот так, вот так. У меня сорвался вот этот вот подложку, которую подпевали. Надо будет ее прибивать. Так. Видите, как сорвался. Надо будет ее как-то сделать. Ну все, друзья, я пришла.